На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Юбилей патриарха. 21 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия. Встреча не состоялась. 21 февраля министр иностранных дел Инал Ардземба планировал пообщаться с гражданами Абхазии, которых задерживают на КПП ПСОУ. Ушел, оставив миру волшебную палитру. 21 февраля в Сухуми прошла однодневная выставка работ художника Леварсы Будба. 21 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия. Первый сборник поэтических стихотворений Гулия на абхазском языке вышел в 1912 году. Вышедшая в 1913 поэма Гулия «Письма юноши и девушки» стала началом для абхазской любовной лирики, а в 1919 была написана первая абхазская новелла «Под чужим небом». В феврале 1919 Дмитрий Гулия стал редактором первой газеты на абхазском языке «Апсны». Дмитрий Гулия стал и основоположником абхазского театра, организовав в 1921 году первую театральную труппу, ставившую спектакли на абхазском языке. Народный поэт Абхазии Дмитрий Иосифович Гулия ушел из жизни 7 апреля 1960 года. Сихак дахашау псам халъыр зыгуэрым урунэщхъей. Е пӏэщӏэкӏа уи куэщӏ илъу бгъэфӏауэ уизыщӏэжей. Уоплъри жьыбгъэр къыщепщэу къагъэна абгъуэхэр мес. Толъкъун абрауэхэм щӏэпщэу я лъэужь жьыбгъэм елъэс. Укъигъэдзыхарэ кӏыфӏым ухъуамэ щӏымахуэр пхуэмыхь. Си щӏыфэм хуабэ пкърыкӏым зегъэуи къысхуэщӏуэ дзыхь. Сыхара сыԥсадгьыл, иҟалазеи, закәызеи, иуԥшаауазеи, иуцәыӡи, абас улахь дзеиқәыӡи. Нхыҵ ицаз угәырҩома, мшын нырцә иҟоу уџьабома, сылашара, сыԥсадгьыл, абас улахь дзеиқәыӡи. Уахьцарада уԥхаушьома, ма даҽакы гәынугома, сылашара, сыԥсадгьыл, абас улахь дзеиқәыӡи. — 2024 год объявлен годом Дмитрия Гулия. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. В знак высочайшей общественной значимости 150-летия со дня рождения основоположника абхазской письменной литературы, писателя, народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулия постановляю объявить 2024 год в Республике Абхазия годом имени Гулия, говорится в указе. Утром 21 февраля в Сухуми в сквере перед Абхазской государственной филармонией состоялась церемония возложения цветов к памятнику Дмитрия Гулия, а также торжественный митинг, посвященный памяти Гулия. Почтить память поэта в честь 150-летия со дня его рождения пришли президент Аслан Бжания, члены правительства, депутаты, представители интеллигенции. Подробности в материале Фаины Матуа из рубрики «Амш Ахтес». Жәбраны жүйек Дмит Гулия фейни вебатби им шира чнапсо литература ауысхыра зыштазды за патриарх дуйба қачапхя аштқоштарцит Апсны хада хтыла напхгара депутатша апсо интеллигенция хатарнакча ашкол хучква.
Аԥсуа литература ашьаҭаркҩы аԥсуа нбан аиқәыршәаҩ Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа диит зқьи ашәи ханижәи жәиԥшь жәабран еижәиак рзы. Шьҭа традициала ишаԥу еиԥш аҵарадыррахь ҳажәлар амҩа рзышьҭазҵаз Дырмит Гәлиа ихаҭареи илшареи рызкны ажәахәқәеи ажәеинраалақәеи ирыԥхьеит. Иахьа аԥсуа литература аусхара зышьҭазҵаз Аԥсны жәлар поет Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа диижьҭеи шәиини жәабаҵра амш аҽны анышә дахьамадоу абаҟаҿы ашәҭқәа рышьҭаҵара иалахәу зегьы иҭауп ҳәа шәаҳҳәоит. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада аԥхьа днаргыланы Аԥсны аиҳабыра, аиҵбыра, аԥсуа интеллигенциа, ашәҟәыҩҩцәа, ашкол хәыҷқәа, астудентцәа, арҵаҩцәа, ааӡаҩцәа даҽазныкгьы гәык-ԥсык ала иҭауп ҳәа шәаҳҳәоит. Иахьа ҵабыргны ари ашықәс зегьы ҳдоуҳатә культураҿы ахҭыс ду мҩаԥысуеит. Избан акәзар ижәдыруеит ибзианы Аԥсны жәлар поет ҳмилаҭтә литература ауасхыра зышьҭазҵаз Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа даниз амш ауп ҳәарада, аха ари ашықәс зегьы иара ишықәсуп. Иахьа ашьыжь Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада инапызҵаҩыз ацеи нақәыршәаны Дырмит Гәлиа ишықәсны ирылаҳәоуп ҩнызқьи еижәыԥшьбатәи ашықәс. Убри намаданы ижәдыруеит знык-ҩынтә аиқәшәарақәа ҟалахьеит. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада идҵа инақәыршәаны иаԥҵоуп аҳәынҭқарратә комиссиа, Аҳәынҭқарра Ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба напхгаҩыс дызмоу. Ааигәа даҽазныкгьы аиқәшәара ыҟан, уаҟа еихшьалан ажәалагалақәа зегьы урҭ иреиуоуп ҳәарада Аԥсны ахыҵыхәа аиубилеитә усмҩаԥгатәқәа реиҿкаара ақалақьқәа, раионқәа, ақыҭақәа рҟны ҳәарада ари зегьы иалахәуп уаҵәтәи амш ззаҳҳәо аҿар ашкол хәыҷқәа аԥхьа инаргыланы. Ҳәарада Дырмит Гәлиа ихьӡ, иԥша, иахьа ҳәарада иҵегьы акыр дзаҵанакуеит, избанзар аԥсуа ҳәынҭқарра анҳамоу ҳхатәы бызшәа ҳанақәиҭу, аҿиара амҩа ҳанану аамҭа азыҳәаны Дырмит иҵакы, Дырмит ихьӡ еиҳагьы иҭбаахоит. Избан акәзар иԥсҭазаара зегьы зызкыз ижәдыруоуп. Қәбаран, ахатәы бызшәа, аԥсуа литература, егьырҭ адоуҳатә культура аганқәа зегьы еиқәысԥхьаӡо салагар аамҭа шәцәызгоит, ижәдыруеит илиршаз зегьы. Абри ҳара иахьа деиҳабума, деиҵбума илиршаз зегьы еиқәырханы аԥхьаҟа агара, арҿиара ҳәарада уаҵәтәи абиԥарақәа рнапаҿы иҟалоит. Иахьа убас еиԥш аҵакы дуны иахәаԥшуеит ҳнапхгарагьы, ҳаинтеллигенциагьы, ҳажәларгьы убриоуп абас еиԥш ахаҵгылара заиуз ҳәа агәаанагара ҳамоуп. Акомиссиаҿы ишьақәдырӷәӷәаз азҵаарақәа рацәоуп, уаҟа иарбоу рацәоуп, избанзар аиқәыԥхьаӡара салагар аамҭа шәцәызгоит, иҭауп ҳҳәоит уи аганахьала ажәалагалақәа зегьы ирыхәаԥшны, иҭҵааны, ишьақәыргыланы, ишьақәырӷәӷәаны абас еиԥш ала амҩа ҳахьану, урҭ ируакуп ҳәарада, ихадарақәоу ируакуп Дырмит иҩны музеи аиҭашьақәыргылара уаҟа уажәнатә аусурақәа ирылагахьеит. Ус еиԥш ирацәоуп иара ихьӡ иадҳәалоу аҭыԥқәа Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо. Ари ашықәс усгьы иара изкуп, ашықәс нҵәаанӡа аиубилеитә усмҩаԥгатәқәа еиҿкаахоит. ҭагалан аихшьалара аҳасабала инарҭбаау агәырӷьаратә атәара мҩаԥгахоит ҳәарада уаҟа зегьы ирылацәажәахоит. Амреиԥш икаххаа аԥсуаа изылԥхаз ауаҩы сгәанала дрыдукылар ҟалоит амифологиа аепоси рҿы акультуратә фырхацәа, адемиургцәа. Урҭ ауаатәыҩса рыбла хызтыз, иуааны иҟазҵаз аҭагылазаашьақәа рзаԥырҵеит, аӡы, амца, ажәлақәа рзааргеит.
Дырмит дугьы ижәлар ажәа инаалар запиҵеит, аҵара лашарахь амҩа дирбеит, адырреи ахдырреи рымаӡақәа рзааиртит. Аԥсуа зҵаараҿы иахьанӡа Дырмит Гәлиа ихаҭареи ирҿиареи амҽхаки рҵараҿы аԥсуа ҵарауаа иҟарҵахьоу маҷӡам хымԥада. Акымкәа ҩбамкәа амонографиатә усумҭақәеи астатиақәеи аочеркқәеи ҭыҵхеит, аха уеизгьы араҟа макьаназы иҟаҵатәу еиҳаны сахәаԥшуеит. Насгьы зегьы рыцку ҳдоуҳатә ԥыза иԥсҭазаареи ирҿиаратә дунеии алаԥшҳәаа ҿыци азнеишьа ҿыци рҭахны иҟоуп. Уимоу Дырмит ихьӡ, ихаҭара, акульт, ашьҭыхра иаҭыԥны избоит иахьа. Урҭ ҳдоуҳатә ԥхьанеицәа ахьыршәыгқәа лассы-ласс ҳрызхьамԥшлар, ҳахьынтәаауа, насгьы ҳахьцо ахашҭра мариахоит. Ахашҭра ишыжәдыруа ианакәзаалак ишәарҭоуп. Аԥсуа жәлар рдоуҳатә рккаҩы Дырмит Гәлиа иӡыргаразы акыр аусмҩаԥгатәқәа ирызхәыцуп сынтәа ҳҳәынҭқарра аҩныҵҟа. Убарҭ рахьтә ихадараны избоит иеиқәханы иҳамоу ирҿиаратә ҭынха инапылаҩырақәа зегьы иӡыз усгьы иӡгәышьеит, еидкыланы текстологиатә ҩаӡара ҳаракыла, ҵаарадыррала академиатә ҟазшьа рыманы рҭыжьра. Уи акрызҭахум имариам проектуп, аха шьаҭамырӡгахоит аԥсуаа рдоуҳатә культуреи аԥсуа ҳәынҭқарреи рзы. Ҳдоуҳа хыҵхырҭаҿы игылаз ауаҩы акультуратә фырхаҵа Дырмит Иосиф-иԥа Гәлиа ишьҭаҳхылар хымԥада акахьы ҳкылсуеит. Ҳажәлар акзаарахь, аизыразрахь, ахеиқәырхарахь ирыԥхьоит Дырмит имагиатә ажәа. Зхьышьҭра, азыхынҳәышьа, азхьаԥшшьа иақәшәаз ажәлар еиқәымхар ауӡом. Рбызшәа шырҳәо, ахақәиҭра шрымоу, рыԥсадгьыл ишану наунагӡа иаанхоит. Харантә иааз сасра икарандашькны дсазҵааит сара. Суҳәоит исоуҳәаразы, узусҭада уара? Сара адунеи ду аԥасоуп, иара убри алагьы сара сыҽхәаҩуп. Еилырганы иуасҳәап, сара саԥсуоуп, аԥсуа жәлар рԥасоуп сара. Ажәытәӡа зны аџьамцәеи арабцәеи Кавказ иқәцаны иказцаз иреиуоуп дара. Сара саԥсуоуп, стәыла хәыҷала сыҽхәоит, сара бызшәала сырзааигәоуп, срашьоуп аедыгьқәа, ачерқьезқәа уҳәа, сара срашьоуп ажәлар зегь адунеиаҿ инхауа. Сара сырԥоуп абылра, аццышә иалҵыз, сара сырԥоуп ԥхьаҟа ицо ажәларқәа. Сара саԥсуоуп, сҭоурых ажәытәӡа иалоуп. Сара исашьоу иашьасоуп, сара саԥсуоуп, сышьха шлақәа сырԥоуп, стәыла саԥоуп, сабдуцәеи, урҭ рабдуцәеи анышә иахьамадоу саԥоуп. Исашьоу срашьоуп, ақьиацәа зегьы сара суацәароуп. Иқәгылан ашьхаԥцәан ирбзо ахаҿы, хыхьынтә ацаҟьа иалҟьа илеиуаз аӡӷьаҿы. Атәыҩақәа хахаӡа иахагылан иҟатаӡа, ашьапқәа зынӡак акалам еиԥшын икалаӡа. Ишәаӡомызт аказы, игылан уиӷәӷәа, аԥхьаҟа ҿҟьарҭоуп, ашьҭахьҟа шьцәа. Аҽашәеит, игәаҟит, иалшоз зегь ҟанаҵеит, нас иаангылт, аблақәа амца еиԥш иҟаԥшьхеит. Аԥсҭҳәақәа тышахь зынӡак иҭачуп, иара убраҿҟьарҭ алу еиԥш иахаԥоуп. Иаанҿасын иԥшуеит, уажәшьҭа иара зыцәгьароуп, шьҭа иԥсыроуп, ма ишыбзоу ахырнаҭароуп. Иҟалеит убас, иаанҿасроуп, ахырнаҭароуп, ишыбзоу ашәа рыцацәа рнапаҿы иҟалароуп. Инаԥеит атышахь, иналаԥылт атыша илачы, иҟалеит уажә уи аԥсаатә еиԥшны иџьашьатәны.
ауаа убраҟа тыша ихықәгылан иазыԥшуан, ҿынтә сымш умашәа ибақәҿҟарахь иԥшуан. Рылаԥш нахьымӡо аԥсшәа илашьырцәагаанӡа, уи иаман ахақәиҭра нагӡа убранӡа. Абраҟа исҳәарц сҭахуп уажәы, хараӡа еиӷьуп зегьы рзы исқьынгьы. Ахақәиҭра зҽықәԥо аԥсра иара изыс, аӡәы ихы днықәсуа тәыс дҟаиҵар аҵкыс. Ижәдит ашьхақәа, ижәдит архақәа, ижәдит абнақәа, сыԥсадгьыл, сызкәыхшаша, уара ианбыкәу уанышьҭуа. Иҽыхьит аҭкәа, иҽыхьит аԥсҭа, иҽыхьит ауа, сыԥсадгьыл, сызкәыхшаша, уара ианбыкәу уаншыҳауа. Уанцәа ду, азалымра ҳаҿга, агәаҟра ҳаҳга, ҳажәа еиқәыршәа, ахәахәа ҳацнырҳәа. Блахала уаҳзыԥшу, хьаақәа хәышҭәы, ҳаԥсуара умырӡын, ҳаԥсуара еилоумган, аӷьычра ҳаҵаршәа, аҵара ҳгәарԥха. Аҳа сымкуеит амха, ушьамху ухамхан, уабубжара убжамхан, устахуша уҿахымхан. Жахала ирчала, верхушкала уҿашәала, ажәа быҷыцқәа хыхыла, изыӡраҳәала ԥсышәала. Гылшьышьырҭан ушьҭамхан, учина биџьала унамхан, умаԥақәа шәарны ирласны ушәҵала. Ҳацәгьала ҳаҳаны, қәрыжә-қәрыжә узхара, наҳ уҩызцәа рыхьӡала, ахәыҷбарчахь уцала. Сара стылап зааԥсны, уныхуп рашьуан уааԥшны, Абраамра шьарда иуасоуп, авиангьы мыцхәы ицәгьоуп ииацоуп. Ҳдырмит ду шәингьы шықәса ихыҵра ашықәса ҳаҭара сынтәа ҳтәылаҿы Дырмит Гәлиа ишықәсны иԥхьаӡоуп. Фаина Матоуԥҳа, Торник Амичба, Абаза каналазы. Вечер памяти, посвященный знаменательной юбилейной дате 150-летию первого народного поэта Абхазии, основоположника национальной художественной литературы, театра, историка и общественного деятеля Дмитрия Гулия, состоялся в литературно-мемориальном музее писателя. Госкомиссия по празднованию юбилея Дмитрия Гулия наметила ряд мероприятий, которые пройдут в течение года, отметила в частности директор музея Светлана Курсая. О важности сохранения и развития абхазского языка, культуры и истории народа говорили собравшиеся в музее представители интеллигенции республики. Культура долха скишуксала я гобаха, абри хуцхуцле изганы ехатби на $1000 абысшакнома ажлар кнома язанижес убри аганахела изеге хазапсырны иqahцаша ускорацу ерихе запхезеге иqahцаша вообще хако дарырацу. Он первый начал писать стихи на абхазском языке в письменном варианте. То есть до этого были сказания, песни и так далее. А тут у него просто вот такая возможность. Он пишет, и это в первый раз. Вы представляете, какое это утонченное наслаждение. Вот в этом я ему завидую до сих пор. Абар хымыш, ԥшьымш еиҳаны изуеит, абри соуп сара сазхәыцуеижьҭеи, абри ажәеинраала. Иара ашколаҿы ҳара иарбан класс усгәалашәом инҳарҭо, заа иҳарҭацәоит ҳәа сгәы иаанагоит. Убри ажәеинраалаҿы иара иҳәеит зегьы-зегьы, ҳара ҳазусҭцәаз, ҳара ҳаԥхьаҟа абри акод еиԥш иҟоуп, иара ҳаԥхьаҟагьы ҳхы шныҟәа ҳгаша, ҳбызшәала ҳашхәыцша, ҳашцәажәаша. Видеоверсию вечера памяти народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия смотрите в ближайших эфирах Абаза ТВ. Внуки Дмитрия Гулия, Георгий и Татьяна Гулия, обратились к собравшимся в литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия.
Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня собрались, чтобы отметить знаменательную для Абхазии дату. День рождения народного поэта Абхазии, моего деда Дмитрия Гулия. 150 лет назад родился человек, который дал письменность абхазам и создал предпосылки для объединения народа и его свободы и строительства абхазского государства. Дмитрий Гулия всегда мечтал о свободной Абхазии, и мечта его сбылась. Сегодня Абхазия – независимое суверенное государство, и нам обязательно нужно сохранить эту свободу и независимость Абхазии, о которой мечтал Дмитрий Гулия, ее культуру, историческую память. Это будет самым лучшим памятником Дмитрию Гулия. Добрый день. Я рад вас всех приветствовать. Сегодня, в день 150-летия Дмитрия Ильича Гулия, сотрудники музея попросили меня сказать несколько слов сегодня. И размышляя на эту тему, я вспомнил, когда я спросил отца своего, я говорю: папа, вот расскажи, какой был Дмитрий Ильич, какие-то его особенности характера, работы. Он мне на это ответил: внимательно читай его произведения. Там все сказано. И вот, задаваясь вопросом, кто он, я читаю его стихотворение, которое вы тоже, конечно, знаете. «Я абхазец, сын родных ущелий, сын земли, где пращуры лежат. Всякий, кто идет к добру, как цели, близок мне, как будто кровный брат». Если говорить о том, какими принципами он руководствовался в жизни, я вот отношу вас к стихотворению «Юным друзьям», где говорится: «Ты жизнь свою на годы не дели, и долгий путь делами измеряя, за счастье вечное своей родной земли отдай всю жизнь, вот цель твоя прямая». Сейчас уже по истечению многих лет, уже 30 лет после событий у нас, я понимаю, чем мы руководствовались, когда у нас была Великая Отечественная война, наша Отечественная война в 90-е годы. И думаю, почему мы победили. Помните его стихотворение «Олень», окруженный охотниками, он предпочитает броситься в пропасть, нежели сдаться врагу. И завершается это стихотворение так: что лучше погибнуть свободным, чем жить, оставаясь рабом. Наверное, поэтому мы победили, потому что мы исходили именно из этого принципа. А 2008 год. Признание независимости Абхазии. Жив мой очаг, огонь в нем не погас. Жив мой очаг,
Его в тот горький час разрушил враг, но друг для жизни спас. Гори, очаг, для нас. Сегодня и до Москвы доносятся какие-то разговоры, слухи о том, что и как происходит в нашей внутриполитической жизни. В 1910 году Дмитрий Иосифович написал стихотворение «Хаджан Большой», который грабил своих соотечественников, разъединял своих соотечественников, разъединял крестьян, ссорил между собой. Прочтите это произведение. Но это уже другая история. Я хочу еще раз всех нас поздравить с юбилеем Дмитрия Иосифовича и поблагодарить сотрудников музея за то, что они берегут, чтут наш очаг. С юбилеем! Кроме того, мероприятия к 150-летию Дмитрия Гулия состоялись 21 февраля в первой столичной школе имени Баграта Шинкуба и в 10-й горской школе имени Нестора Лакоба. Весь эфирный день 21 февраля на телеканале Абаза ТВ посвящен 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия. В нашем эфире архивные материалы и передачи, связанные с личностью народного поэта Абхазии. Проект «Читаем Гулия» со стихами и цитатами основоположника абхазской литературы. Сегодня в юбилейный день на канале Абаза ТВ премьера клипа на стихи народного поэта Дмитрия Гулия «Абрисоу Псара» на языках народов абхазо-адыгской группы. Дермит Гулия, Абрисоу Псара. Харан пиаз сесра и карандашкны цазайцера. Слухайте соухраза, узвуста довара. Сара адунейду сапо. И рубрялаги сара сачхолю, и ларгади васфа, сара сапсу. Аԥсуажәлар рԥасоуп сара, ажәытә бзазны аџьамцәеи арабцәеи Кавказ иқәцаны иказсыз иреиуоуп дара. Сара саԥсуоуп, стәыла хәыҷ ала сыҽхәоит, сара бызшәала сырзааигәоуп срашьоуп аедиктцәа черкезқәа ҳәа. Сара срашьоуп ажәлар зегьы адунеиаҿ инхауа. Сара сырԥоуп абылрац сышиалҵыз. Сара сырԥоуп ԥхьаҟа ицо ажәларқәа, сара саԥсуоуп, сҭоурых ажәытәӡа иалоуп, сара исашьоу иашьасоуп, сара саԥсуоуп, сышьха шлақәа сырԥоуп, стәыла саԥоуп, сабдуцәеи урҭ рабдуцәеи анышә иахьамаду саԥоуп, исашьоу срашьоуп, ақьиацәа зегьы сара суацәароуп. Гулия Дмитрий, са сымыр. Чижо қичыға хача гора парыдхы ачатлу тханым фахазыру сақса учу. Зақса ухатми. Сария сет джаваб. Советская циф арбс тау мапу. Мыча хураем срициф. Ашча срапага. Сихат дадами квас ома сапхаз. Абхаз хлебком сишиш. Кавказым пасам югом перс араб захар язык фижусуахам ары сапхаз
сырагушхуа сихаку. Сабзача сапабжал адыгам, черкесым, ахам сырякош. Сырякош лепко мдунаем тетым. Заухым, ямашамра, сапарны кайжагахым. Сыряй, какоштым чепшахарам. Шипка, сапхаз. Шапсы пасареем хэш. Сымақызы горам захихма ажчы тавиғапсау сауа. Сырі қош, қошау сізкетарам. Қош фэду қысфабжағым. Ары сапхаз. Қушха фыжхам сыряй. Тичнаша сырі қош. Сиатызгыр зжағат тижығым. Сасыря қош. Қошау сізкетау шызуг ешау қуам. Ахыр шақочи, шучи са қыспабжағық. Минара шимғыра санықыра бжара екес. Гуля Дмитрий, ар сараш. Къалэм тхылъымпӏэ иӏэпэгъуу къэкӏуаси хьэщӏэм къызитащ. Сэ упщӏэу щыӏэм я нэхъыщхьэр ухэт уэ жери къызжиӏащ. Сыхэт сэ? Сысоветскэ цӏыхукъэ? Щӏым срибынщ, сы Абхъаз щылъщ. Биидзэм зи щхьэ хуэзмыгъэщхъыу псэуа лъэпкъ уардэм срицӏыхущ. Си бзэгъущ шэрджэ садыгъэхъуэщ. Хущӏыгъуэм иным ямафӏейм, ямысыпадэж къуейдахэм я къопс узыншэурэ сэрейщ. Сэ сабхъазщ. Блэкӏам и тхыдэр ӏуэрыӏуэтэжу къыздокӏуэкӏ. Совет зэманым хэтлъхьа гуащӏэр бэракъым дыщеидэхэтщ. Абхъаз къуэляджэхэм сарикъуэщ. Сытет шэдэжьхэр зыщӏэлъ щӏым. Гуапагъэм ухуэпсэумэ уэри, уриӏыхьыщ сыщызекӏуэлъым. Емырзэ Зураб. Гулия Дырмыт, а Борис Акуп Сара. Қарай атыцта, яйыз пнысасра, яатихан иқарандаш даасцаад сара. Снауихахи яса узачудава. Са дуней сапаб, сырпабауа. Иуаспи шаугунваш, сапсуапса. Апсауақа сырпаб сара. Апхалазны иумдыруаснын ават. Арып аджамка хах Кавкази терцад. Сараса псуа, счула худ сапаб. Бызшалаги адыгевка сращаб. Сращабу ата вику абгилду. Зубкала шару, зымурат кахту. Састроб ахтаги ашвараги рымгаз. Састроб бажлара, зымгиштах лайтым каз. Сараса псуа, састурых дудзаб. Ашата сызбала саргит сашаб. Сараса псуа, Ашқа косырпаб, сас акусадгил сапқанчи кваштаб. Исашу сращаб, ахия чозымга, сара истрию и саргуанзу аб. Поэт о поэте, один из классиков современной абхазской литературы, народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, говорит об основоположнике абхазской литературы Дмитрий Гулия. Дмитрий Гулия, Абснацейлаша,
ҳахьӡырҳәага дықәзыргылаз, дзыхьчаз, дзааӡаз, амҵәыжәҩақәа изҭаз ҳауаажәлар. Ари нахысгьы абас еиԥш зыхьӡҳараку, ахара инаԥшуа аҵеицәа ҳаԥсадгьыл иахшалааит. Ари иубилеи ду, шәинижәжәаба шықәса, ус аламала ухахьузаагом. Саӡәыкны сара сзыҳәангьы ихҭыс ду, ԥшьынҩажәа-быжьба, ԥшьынҩажәааба шықәса ирҭагылоу ауаҩԥсы, абра иара ибаҟаҿаԥхьа смааир сгәы иамуит. Уи сара ԥшьым дызбахьан. Рыԥшь хҭысыкгьы иацеиԥш исгәалашәоит. Акы раԥхьаӡа акәны зқьи-жәшәи инижәи-быжьба шықәсазы усҟан Дырмит Гәлиа Аԥсны иреиҳаӡоу адепутат ҳәа далрыхуан. Кәтол ҳауаажәлар иԥылон, иидыруаз, изгәакьаз иқыҭаҿы. Са смаҷыжәжәа баҟа шықәса сырҭагылан. Абраҟа знапқәа изеинызҟьоз ахәыҷқәа среиуан усҟан. Аҵыхәтәантәи имя уи абрахь данааҳгоз атеатр аҟынтәи зқьи-жәшәи хнеижәа шықәсазы абраҟа анышә дамаҳдеит, абраҟа изқәа ҭыԥ ҟалеит. Ԥсра-ӡра зқәымыз абаҟагьы ихагылан. Уи ҳара гаӡарала иаҳзымхьчеит, иҳамҟәыҵабеит. Уи дауаԥшь иҩызаз баҟан, атәылаҿ иреиӷьыз абаҟа дуқәа иреиуан. Дырмит Гәлиа дышмаҷыз инаркны ауаажәлар ргәырҩа, ргәхьаа даҿыхәеит. Убри имцаны ицралт иара. Абри агәхьаа, абри ҭабара зқәымыз ӡыхь аԥсуаа аҿыхәонаҵы агьан абра рқьышә идыруанаҵы ҳара ҳаиқәхоит, ҳаӷацот, анраха ҳауеит. Еиҭаҳәашьа амам абри ауаҩ иибаз аџьабаа иааӡап. Уи аӷба иазырҵысуам, ажәалагь еиҭаҳәашьа амам. Ари иубилеи сара стәала иахьатәи аԥсуаа ҳҭагылазаашьа, ҳаҩаӡара, ҳамч, ҳалша, ҳахшыҩ, ҳаинтеллект зҳәаз еиԥшы ҭагылазаашьас ирымоу ансома арсома иаанарԥшуеит. Сгәыӷуеит, хара мамкәагьы иаанарԥшып ҳәа. Ушнеиуа унеи, ус гәырҩагаз, уаҟәымҵын, уашьҭаз инагӡа, иуцәыхьанҭоугьы мчыла уаҵаз, узхьымӡо цасҳәа уҽахьыгӡа. Абри ажәеинраала хашҭра зқәым Михаил Акрба ицәаҳәақәа
Дырмит гули ихьӡынҩылоуп. Ус акәымкәа, аԥсуа уахьра хьӡыс иамазҭгьы зегьы акоуп ишцәажәац, ицәажәон. Иуцәыхьанҭоугьы мчыла уаҵаз, узхьымӡо цасҳәа уҽахьыгӡа. Аԥсуа аханатә ицәыхьанҭаз даҵан, ицәудаҩыз ашьҭыхра игәаҳәон, уи бзиагьы ибон, дацлабон, шьхацамҩан ихы ԥишәон. Убас иҟан жәытәнатә аахыс ҳамҩа, ҳҵас, ҳқьабз. Убас иҟоуп ҳџьабаа, ҳԥышәага иахьагьы. Уцәыхьанҭоугьы мчыла уаҵаз аԥсуа, узхьымӡо цасҳәа уҽахьыгӡа. Абзиара шәмазааит, ҳауаажәлар, шәцала ҳаԥхьаҩцәа, Дырмит ишәҟәы ибыршәышьҭызхуа, ихьӡк збыршәуа зегьы наунагӡа, шьардаамҭа шәмазааит. Указом президента за вклад в развитие и популяризацию национальной литературы и культуры почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено Вахтангу Абхазову, Вячеславу Бигва, Надежде Венедиктовой, Гунди Квецения, Хайри Кутарба, Геннадию Ломе, Дауру Начкебе, Гунди Сакане, Заире Тхайцук, Денису Чачхале, Виталию Шаре. Президент Аслан Бжани дал интервью ТАСС, в котором рассказал о проблемах энергетической отрасли страны, отношениях с Грузией и вкладе республики в СВО. Главное, Абхазия заинтересована в стабильных ценах на энергоресурсы, ведет переговоры с Россией. Поставки топлива будут продолжаться и дефицита не будет. В энергетическую отрасль нужно вкладывать средства, которых у государства нет. Ведутся переговоры для привлечения зарубежных инвесторов. Для обеспечения энергетической безопасности разработан проект газификации. Предположительно, его будет реализовывать «Газпром». Для этого нужно предоставить условия. Абхазия хотела бы иметь добрососедские отношения с Грузией, и когда Тбилиси примет факт независимости республики, взаимоотношения между странами начнут налаживаться. Около 70-80 добровольцев сражаются на полях СВО. 20 человек погибли. Абхазия полностью поддерживает Россию в этом вопросе, будет продолжать оказывать и гуманитарную помощь новым регионам. Абхазия хочет стать активной участницей интеграционных процессов в России и Беларуси при сохранении своей независимости. Президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской прибыли сегодня в Казань на открытие международного кибертурнира «Игры будущего». С каждым из лидеров стран президент России Владимир Путин проведет переговоры. Ранее Путин прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международных игр будущего. Она проходит в центре Казань-Экспо. Прямую трансляцию церемонии покажут на Первом канале и на мультистриме в аккаунте «Игр будущего» во ВКонтакте. Завершится турнир 3 марта в связи с тем, что в последнее время в Абхазии приостановлена трансляция некоторых российских телеканалов, а База ТВ вносит изменения в свою сетку вещания. Мы будем внимательно следить за играми будущего в Казани и стараться показывать вам основные события Международного спортивного форума. Министр юстиции Анри Барцис рассказал главе государства об итогах деятельности Минюста за 2023 год, сообщает сайт президента. Минувший год был весьма плодотворным. Нами разработан ряд необходимых организационно-распорядительных документов, направленных на совершенствование деятельности Министерства юстиции и обеспечение более эффективного взаимодействия отделов аппарата и руководства структурных и подведомственных ему организаций, отчитался президенту Барцис. По словам министра, в 2023 продолжилась напряженная работа по преобразованию и усовершенствованию деятельности службы судебных исполнителей, а также обеспечению более эффективной организации ее деятельности.
21 февраля должна была состояться встреча министра иностранных дел с гражданами Абхазии, которых задерживают на КПП ПСОУ. Из всех граждан, изъявивших желание принять участие во встрече, приглашены официальным министерством были только 4. Тем не менее, к 17:00 21 февраля к медиа-центру МИД пришли почти 30 граждан Абхазии, готовых к открытому диалогу с министром для конструктивного обсуждения решения проблемы. Также на встречу были приглашены депутаты парламента. По невыясненным обстоятельствам министр не пришел к собравшимся. Депутаты парламента рассказали собравшимся о встрече с министром на прошлой неделе, сказали, что сегодняшняя встреча отменена не по их инициативе и пообещали оказать содействие, чтобы встреча министра иностранных дел с гражданами, которых задерживают на КПП ПСОУ, состоялась. Для нас очевидно, что министр иностранных дел не готов встречаться с представителями гражданского общества. Поэтому я не знаю, какие у него опасения с этим связаны, но мы так чувствуем, что у него есть какие-то опасения. Поэтому, может быть, стоит все-таки в парламенте провести эту встречу и пригласить его туда, чтобы наш диалог все-таки состоялся. Потому что у нас, на самом деле, к нему много вопросов, и не только связанных с вопросом задержания, но еще целый ряд других вопросов по поводу его политики, которую он проводит, и по поводу закона об иностранных агентах и так далее. Было нам сообщено, что в 5 часов в медиа-центре пройдет наша встреча. Как мы через СМИ сообщили, мы пришли с прессой, и мы все участники, которые должны были выступить, рассказать о своих проблемах, все здесь находятся, все приехали с разных частей Абхазии, кто с Ачимчири, кто с Гудауты, кто с Гагры. Вот. И мы ждали эту встречу. Но по каким-то непонятным причинам, совершенно необоснованным, нам сказали, что встречи не будет. А мы, значит, в дальнейшем опять же требуем уже от депутатов организовать эту встречу. Обязательно должны участвовать СМИ. Обязательно народ Абхазии должен услышать о тех незаконных задержаниях, которые происходят. Это массовое явление, это не, как было представлено, там 2-3 человека нас позвать в медиа-центр, это ни о чем, потому что это вопрос даже вообще не в нас, а в том, что массово нашу молодежь задерживают и оказывают на них давление. Мы акцентировали на наши законы, и чиновники должны выполнять свою прямую обязанность. В данном случае это министр иностранных дел, который ни на что не реагирует. Естественно, все депутаты на это акцентировали, что надо реагировать на такие вещи, недопустимые вещи. На что министр ответил еще раз, вот Алхас Валикович что говорит, что я готов всех пригласить на встречу. Он сказал, я с Валиковичем буду держать связь, я скажу, когда. И он сам нам в парламенте сказал, что он встретится со всеми, кто в то или иное время имел такую проблему на границе. Да. Чуть-чуть еще добавить можно к этому, что их посыл был такой, что к нам никто не обращался. Да. Мы ожидаем соответствующие комментарии от пресс-службы МИД. Подробности в нашем выпуске новостей в четверг, 22 февраля. Система платежей «Контакт» в банках Абхазии не работает и работать больше не будет, сказал спутник председатель Нацбанка Беслан Баратели. По его словам, это не станет большой проблемой для жителей республики, так как банки будут осуществлять платежи через другие системы. Это не в Абхазии проблема, а в России отобрали лицензию у банка, который обслуживал «Контакт», поэтому он нигде в мире сегодня не работает. Есть другие системы денежных переводов, на днях банки будут подключаться, и все будет идти по другим каналам, будут находить другие способы перевода. Думаю, пара дней, и тема закроется. Возможно, некоторые банки запустят уже завтра, объяснил он. 21 февраля в Сухуми на культурно-деловой площадке ГУМА прошла однодневная выставка работ художника Леварсы Бутба. Экспозиция состоит из картин из частных коллекций и напечатанных репродукций. Элеонора Гилаян о выставке и удивительном мире Леварсы Бутба.
Полотна Леварсы Будбы – это проход в тот портал, который каждому человеку, чувствующему особенно остро, необходим в феврале 2024-го. Его краски, цвета, настроение, город и талант автора, без которого не было бы этого всего. Леварса Будба прожил короткую, но достойную для насыщенного вдохновения жизнь. Он много учился ремеслу, чтобы стать не ремесленником, а творцом. Он участвовал в Отечественной войне, чтобы наверняка и изнутри знать, что стоит за яркими красками родного города. Сегодня одному из главных художников современной Абхазии исполнилось бы всего 64 года. Когда Леварса не стало, ему не было и 50. Многие друзья и искусствоведы говорят, что мастер будто чувствовал недолгие отведенные годы, много работал, много оставил после себя. Чтобы еще раз напомнить всем нам, за что мы любим Леварсу Будба, команда культурно-деловой площадки ГУМа в день его рождения решила провести персональную выставку художника. 2 года назад, 21 февраля, впервые на станции ГУМа была выставка, организована нами, где были представлены работы из частных коллекций. Это была достаточно масштабная выставка. Нам удалось собрать очень много картин, которые были ранее написаны художником еще в юном возрасте и переданы в частные руки. И за счет этого люди не могли их видеть ни на каких выставках. Была замечательная выставка. После мы, конечно, планировали, но нужно было такое небольшое время для того, чтобы найти новые работы. За свою короткую жизнь Леварса Будба, это просто удивительно, написал огромное количество работ. В процессе, в ходе подготовки к выставке, даже в этом году, это словно вот какой-то волшебный сундук. Мы открываем для себя новые работы. Для нас это, правда, очень радостно. И мы собираем то, что людям никогда не удавалось увидеть в Центральном выставочном зале. До случившейся трагедии в этом году, вот месяц назад, мы планировали провести еще одну выставку в день рождения художника. И уже после того, как это все произошло, конечно, нам было сложнее организовать выставку, так как люди утратили доверие. Утратили доверие и бережнее начали относиться, наверное, к тем предметам искусства, которые у них хранятся. Это тоже не может не радовать. На ГУМе представлены 32 репродукции, 10 картин и 1 плакат. Оригинальные полотна представлены абхазскими коллекционерами из своих частных коллекций. Многое о художнике говорит и история возникновения его картин в жизни почитателей творчества. В основном это подарки автора своим друзьям и тем, кто в разное время помогал художнику. В 2001 году я жил в Москве и организовал выставку Леварсы Будба в галерее Международного университета, которой руководила Светлана Аджубей. Это невестка Никиты Сергеевича Хрущева, мой давний друг. И выставка прошла с огромным фурором. Присутствовал канал «Культура», который мы пригласили, и о Леварсе Будба в тот период, значит, вышла передача на канале «Культура» получасовая о его жизни, о его творчестве и так далее. Леварса в знак благодарности уже в Сухуми подарил эту картину. Одну картину купил мой близкий друг, который подарил мне эту огромную картину, она висит в Москве. Что касается этой картины, здесь в Сухуми у него была тоже выставка, на которой я присутствовал со своей супругой. Вот. И он сказал, говорит, я должен вам подарить какую-то картину, выберите какую-то картину. Вот. И мы долго ходили в Сухумской галерее на улице Лакоба, вот, и остановились на картине, которая приблизительно похожа на эту картину. И когда мы показали на эту картину, он сказал, я любую картину вам подарю, но эту я не могу подарить. Вот. А оказалось, что эта картина, которая там похожа на эту картину, он ее подарил Беслану Тиковичу Будба. Вот. И Беслан Будба тогда ее просто принес и повесил в тот период. И он как бы не то что повторил эту картину в этом стиле, то есть вы поняли? То есть приблизительно что-то похожее есть у Беслана, но у него
у первого появилась такая картина. Вот история картины такая. Картина называется «Старый амрист». Вячеслав Черекба дружил с художником с начала 80-х годов прошлого столетия. Их объединили сначала археологические раскопки, а позже общие ценности и интересы. Вячеслав Андреевич говорит, что за долгую дружбу у него ни разу не возникло разногласий с художником. Леварсу Будба он называет человеком самобытным. Вячеслав Черекба представил на выставке подаренную ему работу – афишу к спектаклю Абхазского театра. По словам ученого, несмотря на трагические события в Национальной галерее, сейчас важно не сдавать культурные позиции и продолжать говорить и показывать то, что у нас есть. Эту вот работу, что здесь висит, это его афиша для гастроли Абхазского театра в Румынии. Вот, он мне подарил просто ее. Вот, так что я рад, что у меня есть. Знаете, искусство, оно не может одному человеку принадлежать. Оно всем принадлежит. Художник пишет и для себя, и для всех. И поэтому, хотя, конечно, мы разочарованы тем, что отношением к сохранности наших памятников, оно совершенно безобразное, можно сказать. Безобразное. Но, с другой стороны, мы не можем на этом прекратить наши это же и просвещение молодежи, и рост их, как их художественного вкуса и так далее. Это нужно делать. Опускать руки нельзя, потому что было много трагедий, много сгорело, много пропало. Тем не менее, ведь создаются новые музеи, новые очаги культуры. Нужно заниматься этим делом. Я так сам себе говорю, хотя очень разочарован. У меня тоже коллекция есть работ, интересных работ начала века. И там и Шервашиз Александр есть, и Бубнова есть, другие работы. И Зверев, такие известные художники, Борис Анисфельд. Вот. И тоже вопрос, куда их девать, да? Я же не буду продавать, да? Мне хочется как-то куда передать их, но куда? Пока некуда передавать. Если будет что-то интересное, то подумаю. Я считаю, что искусство должно лежать всем. Закончу словами искусствоведа Александры Панфиловой. Леварса Будба – художник, наделенный удивительной радостью и обреченный на раннюю смерть. Он это знал. От этого так искрится его мир. Ему нужно было успеть раздать то волшебство, которое он сам видел, оставить другим, успеть перекинуть радугу счастья над миром, чтобы чужие неведомые глаза лучились, вдруг увидев его парусник, чтобы чужое незнакомое сердце превратило гулкий бой в размеренный ритм жизни, ощутив тишину осенней аллеи. Леварса Будба умер, не пройдя и половины жизни. Ушел, оставив миру волшебную палитру своих красок. И много-много любви подарил. Берите, ему не жалко. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. В нашем вечернем эфире смотрите проект «Автограф» с участием Леварсы Будба из архива Абаза ТВ. Сейчас о погоде. В четверг, 22 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром преимущественно без осадков. Ближе к вечеру местами дождь, в горах снег. Атмосферное давление высокое. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 7 до 12 градусов. Температура морской воды 10 градусов. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.